Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: ни о чем не думай, просто слушай. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. В каких энергиях вы сейчас находитесь? Что вас окружает? Здесь показывают очень красивую женщину. Рядом стоит что-то такое золотое. Вы любите золото. Какие-то вот аксессуары, может быть, с позолотой. Также здесь показывают женщину, которая носит очень много каких-то ярких украшений, красивых украшений. Здесь вот какое-то искусство есть в этом. Хороший вкус. Вкус в одежде, во всем. Соблюдают какие-то правила поведения. Человек, который может входить в разный круг. Вы можете общаться с разными людьми разного уровня. Молодо выглядит, не по своим годам. Могут вас называть девочкой или у вас детский голос. Также здесь показывают человека, который много чего добился. У вас нескончаемые какие-то планы и цели. Вы постоянно достигаете цели и идете к новой. Не останавливаетесь ни на чем. Вы сейчас в чем-то хандрите. Здесь у кого-то приближается или менструальный цикл, или тут головные какие-то мигрени, боли, хандра, апатия какая-то, чувство какой-то остановки. Но вы понимаете, что вам нужно отдохнуть, переждать или переболеть что-то. Также здесь показывают какие-то высокие стандарты ваши. Вы требуете все по максимуму от жизни, да, вот в плане того, что вы что-то делаете, вкладываетесь по максимуму и ждете максимально хороший результат. Человек, который постоянно что-то делает. Сейчас только хандрите. Так вы постоянно в действии каком-то. Очень наполненный. Здесь семейные люди, но здесь какие-то проблемы в семье. Вас что-то не удовлетворяет, вы уходите от этой семьи. Вам хочется вообще, честно, тут на все забить, да пойти танцевать. Как будто бы от вас все зависит, от вас все чего-то просят, в вас нуждаются, вы за что-то ответственны, ждут от вас. Вы же и человек, который, возможно, зарабатывает, вкладывается в семью. Вы так хотите чувств настоящих, эмоций. Возможно, даже совершаете ритуалы, аффирмации проговариваете касаемо любви, чувств. Здесь кто-то загадал какого-то мужчину. Даже думаете, может быть, о каком-то мужчине. Здесь может быть женщина в отношениях находиться, но она думает о каком-то мужчине. Тщательно скрывая об этом. Показывают также еще у вас, что вы хотите не только чувств, эмоций, вы хотите вот какого-то разнообразия просто в жизни, чего-то поменять. Знаете, сейчас после какой-то хандры, после состояния, может быть, отдыха или ничего даже не делания, вы снова возьметесь за что-то. У вас возникнет какая-то идея, будет какой-то импульс. Также здесь, может быть, какие-то отношения у кого-то начнутся, которые вот именно сдвинут вас с места или дадут импульса что-то делать, творить. Кто-то начнет даже наводить на себе какую-то красоту, примерять на себя что-то. Тут может быть даже покупка что-то в гардероб будет сделана. То есть это покупка или, может быть, внешний вид что-то вы меняете. Нацелено это на ваш успех. Здесь может быть даже, знаете, вот как сочетание цветов, это что-то такое яркое, внедренно яркое. Вот такой, например, красный алый цвет, как вот эта лошадка. Какой-то элемент у вас красный несет в себе успех, цвет удачи. Даже вот такой вот алый красный маникюр несет в себе для вас успех.
придание вам какой-то силы, двигаться вперед, не останавливаться на месте. Красный цвет подтолкнет вас на какие-то тоже действия. Как вы начнете что-то красное носить, красные трусики, красный бюстгальтер, это может быть нижнее белье, красную сумочку, красная помада, красный маникюр, да, у вас вот сразу же начнется в жизни какое-то движение. Здесь не будет точно какого-то застоя. Грядет какой-то успех. Движение в каком-то рабочем смысле или в проекте каком-то, деятельности. И еще на вас влияет красный цвет. Это как внимание, притяжение к себе противоположного пола. Правильно же говорю, да? Притяжение, притягивание к себе противоположного пола. Благобыт. Здесь показывает красный цвет, притягивает вам благобыт, деньги. Но сразу говорю, и притягивает то, что вам не нужно, оно сгорает, уходит. Само уходит, люди уходят какие-то, ненужные вам. Вы хотели, может быть, с кем-то встретиться, а у этого человека нету на вас времени. У него может на вас не быть. Или состояться должна ваша встреча, вы не можете прийти на встречу. Вот как-то так. То есть, что не нужно, отсекается. Также здесь у кого-то болячки какие-то уходят, кто-то справляется с какими-то проблемами со здоровьем, вытаскиваете себя из чего-то. Кому-то здесь просто нужна профилактика, попить каких-то витаминов для того, чтобы улучшить свое состояние, двигаться быстрее, активнее. То есть что-то определенно может вам помочь, что вы после этого начнете двигаться активнее. Скоро что-то вы или потеряете, здесь больше показывает, да, или в какой-то сумме потеряете. Да, обманули на кассе где-то или в целом. Может быть, и потеряли какую-то денежку. Да, в кармане держали вот денежку и потеряли. Или что-то потеряется, но что-то и придет. Это, кстати, часто у нас в раскладах я смотрю. Что-то теряется и что-то приходит. Кто-то уходит и кто-то приходит. Это все не просто так происходит. Вы здесь, скорее всего, я бы так даже сказала, на самом деле работаете, да, с какими-то практиками, что-то вслух такое говорите на постоянной основе, как повторяющееся, и оно возникает в вашей жизни не простым способом, а именно вот таким вот волшебным, да, так сказать, невидимыми силами. Проницательная вы очень, любите везде покопаться, пошариться, полюбопытничать, вам все интересно на этом свете. Также здесь женщины интересуются здоровьем и красотой. Может быть, просматриваете какие-то такие ролики или советы чьи-то, да, может быть, связанные со здоровьем, с красотой. Вам вообще это интересно, кухня. Дьявольски привлекательная, не отпустите из мыслей ни одного мужчину. Вот здесь мужчины, кстати, показывают, да, женщина такая, роковая женщина, да, женщина, она, которая зацепила даже вниманием, улыбкой, вот чем-то что-то у вас такое есть, да, и человек целый день о ней вспоминает, даже незнакомый человек. Да и в целом вы, выходя из отношений, вы не даете о себе забыть, а вас мужчина вспоминает всю жизнь, до конца жизни. Вот так вот, бывшие-то ваши. Вы наполняли кого-то чувством. Кто-то забрал ваши чувства в прошлом, использовал ваши чувства. А теперь, да, то чувство, когда вы набираете энергию от других мужчин. Вот я и говорю, влюбляются, смотрят на вас и так далее. Вы набираетесь энергии. Это, знаете, как бьете себе по груди. Ну, так, я не говорю конкретно, так образно, да. И говорите, о, галочка, да, влюбился, или понравилось, или посмотрел на меня, да, заинтересовался мной. И у вас внутри растет вот эта вот внутренняя самооценка. Здесь чем-то вы цепляете, и вы сами это наблюдаете, видите со стороны. Тем самым, да, вы возвращаете какую-то потерянную энергию, утерянную, украденную еще, может так быть, через какого-то мужчину. Тот мужчина, который скорее ноги вытирал, да, или использовал вас. Здесь такое чувство, как будто женщина была в каких-то абьюзивных отношениях, поэтому она стала вот этой звездой. Здесь был какой-то абьюзер, настоящий нарцисс, который ходил по головам. Но тем самым он вас не проучил, а он вас научил, да, быть в какой-то степени даже жестокой.
Не в том плане жестокой, а в том плане, которая отвернулась и ушла. И вот ни на какие сюсю уже не поведется, да, это уже не наивная девочка. Вот такая вот характеристика дамы, которая пришла на расклад. Если с вами резонирует портрет, характеристика, энергии, давайте смотреть дальше. Просто слушаем, просто слушаем. Здесь деньги идут через разрушение. То, что вы потеряли, получите больше. И знаете, еще бы так сказала, вы тот человек, который, если вы разозлитесь на кого-то, вам даже не надо магию какую-то делать, черную, да, чернуху. Если вы на кого-то разозлитесь, вот этот человек моментально получает по шапке. У этого человека моментально происходят вот какие-то сбои в жизни, страшные ситуации, аварии, потери и так далее. И вот тут происходит та же самая ситуация. Тот, кто плохо говорит, тоже у того печет и горит, да, можно еще так сказать. Тот, кто наделал что-то именно целенаправленно, получает, у него забирают, а вы это получаете. То есть вам это возвращается. Причем, знаете, такое чувство, что взял 10 рублей, а вы получили 100 рублей или 1000 рублей, во много раз больше. И здесь показывают, что ситуация с кем-то какая-то прекратится, навсегда прекратится. Здесь может быть еще у кого-то та ситуация, когда старая шкура слазит и нарастает новая. Или у кого-то вырастают крылья за счет каких-то потерь. За счет каких-то потерь. Что еще? Знаете, вот вам этот свет покажется, этот мир покажется простым и легким. Раньше вам казалось, что, например, деньги зарабатывать это сложно, любовь найти это сложно. Вот что-то такое, да? Но сейчас откроются глаза на то, что все оказывается легко. Вселенная безгранична. Вселенная все дает. Только нужно быть открытым к этому, а не закрываться. Вот здесь вы поймете, что все лежит вот как на земле, да. Вот бери и иди, да. Вот иди, вернее, и бери. Вот так вот. Здесь какие-то новые двери, новые эмоции, получение вот каких-то новых эмоциональных связей. Это может быть знакомство, завяжете с кем-то, да, новые какие-то люди, общение с новыми людьми. Также здесь может быть очень много какой-то полезной и нужной для вас информации. Здесь кто-то полетит куда-то, поедет куда-то. Вы знаете, вот как взберетесь на какую-то гору. Это или путешествие связано, может быть, с горами, или походами какими-то, да. Человек взобрался на гору. Вы там почувствуете свою силу. И скорее даже не только здесь может идти речь о силе, но и о том, кто вы есть, где ваше предназначение, для чего вы на этой земле. До вас там дойдет, на какой-то горе или на каком-то возвышении. Может быть, это и вышка, может быть, это высокое здание, да, какой-то высокий этаж. Но вы будете смотреть вниз и понимать, ощущать именно кто вы есть, какое ваше предназначение, к чему вы относитесь, что вам нужно делать, куда вам нужно двигаться. Вы знаете, как-то ходя по земле, вы этого не чувствовали и не понимали. Вот жили себе среди всех, были похожи на всех, или же, да, вот чувствовали что-то такое однообразное. Но вот сейчас стоило просто где-то находиться высоко, над уровнем, может быть, даже до моря, может быть, полетите самолетом или как-то, или будете где-то смотреть свысока, с окна вниз, и до вас все дойдет. Вы все поймете. Для вас даже, я бы сказала, вот то, что я сейчас говорю, не нужно делать это специально. Да? Вы просто там, когда окажетесь, вы сами это вспомните. Вспомните то, о чем я сейчас вам говорю. Также я бы еще хотела сказать, да, то, что вы добьетесь то, о чем вы думаете. Вот я хочу добиться получения каких-то, может быть, документов,
дипломов, там еще чего-то. Вы этого добьетесь. Но здесь не будет, что вы добьетесь это быстро и сразу. До вас дойдет какая-то информация, как это сделать или организовать. И будете это делать постепенно, но в итоге вы это получаете. Да? Или вы делаете это, сфокусировавшись только на этом. И вы это получаете. Но вы делаете шаг за шагом что-то, да, или по инструкции. Вот так вот. Я бы еще сказала то, что речь может идти о каких-то культурах, о каких-то народах, о иностранной земле. То есть вы находитесь, может быть, где-то в иностранном месте. Не дома, не со своими, не на том языке, с которым вы родились, да, вот так скажем, образно. Но вы можете ощущать себя там не в своей тарелке, чужой, иностранкой. И сколько бы вы лет там ни жили, все равно чувствуете вот какое-то отделение такое. Здесь, кстати, могут еще смотреть такие люди. Я бы сказала, знаете, вы постоянно от чего-то бежите вот куда-то, переезжаете, меняете место жительства. Здесь могут быть люди-кочевники, которые постоянно куда-то переезжают, не только из страны в страну или из города в город, да, может, из квартиры в квартиру. Постоянно где-то себя в новом чем-то ищете. Но вот я говорю, на какой-то высоте вы точно осознаете и поймете свое предназначение. Также показывает ваше участие в каком-то новом проекте, главное участие, да, где вы будете скорее организатор данного проекта или будете главной ролевой, которая влияет на данный проект. Слушайте, здесь очень много такой информации открыто. И для вас информация открыта, полно информации, полно, может быть, даже каких-то мистических подсказок извне. Здесь точно что-то обнулится в вашей жизни. Что-то теряю, но что-то нахожу, смотрите-ка. Что-то теряю, что-то нахожу, да. Что-то разрушается и появляется новое. И вам совершенно уже не страшно. Здесь женщину показывают, которая не бездействует, да, она что-то делает, не сидит на месте. Но все же здесь вот как будто бы все ваши проекты, которые вот были отложены как-то или на потом, как-нибудь в лучший момент или дождусь лучшего момента, будут распакованы. Будут взаимодействовать с вами эти проекты. Вы будете взаимодействовать в первую очередь с этими проектами. Здесь все мимо не пройдет. Мимо вас ничего не пройдет. Ни одна возможность, которая будет идти к вам. Здесь показывает, открывается новый потенциал. Знаете, вот человек, когда понял, осознал свое предназначение, понял, куда он идет, к чему он вообще на этой земле, да, здесь открываются новые возможности, новые люди, скорее даже подход какой-то другой к людям и у людей к вам. Это совершенно иные люди. Может быть, даже круг иностранных людей, да, или сообщество иностранных людей. Также здесь показывают человека, у которого все будет складываться, как вы написали на каком-то листочке, распланировали. Вспоминайте, что за листик вы написали. Или, может быть, в голове у вас где-то держится вот этот вот список, да, посадить дерево, там, построить дом и так далее, например. Ну, у каждого он свой. У кого-то какие-то были построены цели на данный год. В этом году я должна. Но вы это совершите. В конце года будете любоваться результатом. Император выходит. Здесь, кстати, даже кто-то огорчится, что вы добились какого-то результата. Покажет на вас пальцем и будет вас как-то обсуждать. Перемывать вам кости за то, что вы чего-то добились. Да и ладно, плевать на них. Едем дальше. Да, едем дальше. Не обращайте внимания, едьте дальше. Вот прите, да, прите. Прите вперед и ни о чем не думайте. А здесь на самом деле, вот знаете, как-то люди пытаются влазить в вашу жизнь только тогда, когда у вас в ней все хорошо. Только тогда начинают вами интересоваться, только тогда хотят с вами дружить. Когда у вас что-то или есть, или что-то получается, чего-то вы добиваетесь. Да? У людей какие-то есть, я бы сказала, к вам
интересы, связанные с выгодой для себя. Но вот знаете, в любом случае, если это пары, что мужчина, что женщина, да, каждый в любом случае выбирает друг друга не потому, что еще он любит, но даже имея любовь к кому-то, это уже выгода. Да, каждый ищет свои выгоды. У него красивые глазки, у нее красивые щечки. Понимаете? У нее красивое то, или она такая работоспособная, или она такая хозяйственная, или заботливая, или милая, или еще что-то. Это уже выгода. Вы тоже женщина, да, тоже ищет в мужчине тоже какие-то свои выгоды. Он зарабатывает хорошо, он красивый, он занимается спортом, или он не пьет, там, не курит, или еще что-то, да, ходит в спортзал, там, ездит на лыжах. Ну, у каждого оно свое, да, или имеет то. Опять-таки, а может быть, разведен и нет детей. Ну, а у каждого оно свое, да, вот так вот. Здесь вас окружают и женщины такие, которые извлекают какую-то выгоду или, по крайней мере, пытаются, да, как-то у вас что-то узнать, проинформированы быть. Вот так, чтобы вы проинформировали о том, где вы взяли, как вы заработали, или поделились каким-то секретом успеха, может быть. А у вас он есть, вы постоянно растете, показываете именно окружающим ваш какой-то рост. Также здесь вы показываете, что вы такая, знаете, четкая, умеете ждать, не торопитесь куда-то, не лезете в чью-то жизнь, не ломаете, не разрушаете. Вот какой-то такой некий пример. Заботитесь о себе. В первую очередь или о своей жизни думаете, но не влазите в жизнь других людей. Притом, знаете, еще могут говорить о том, что вы скрываете свои доходы или не оплачиваете налоги, да, вот что-то в таком плане. То есть вы получаете чего-то много, но вы платите, или вы вот как-то в чем-то вы хитрите. Вы очень любите деньги, люди это замечают, и вот они видят, по крайней мере не видят, а думают, да, о том, что вы где-то чего-то там хитрите, недоплачиваете, утаиваете, да, может быть, какую-то аферу ведете там и так далее. Угу. Хорошо, смотрим еще. Здесь какой-то мужчина ждет встречи с вами. Поговорить хочет. Он хочет начать все с самого начала. Изменить какие-то ошибки прошлого. Такое чувство, что вы с этим мужчиной общались, да? Но он вот накосячил, он себя как-то вел, что-то наговорил. Не того, по-дурацки, по-детски, по-глупому. Или вел себя как глупец. И вот сейчас он об этом всем вспоминает. О каждом своем шаге, о каждом своем каком-то поступке, о каждом своем слове даже. Да, и вот хочет это изменить. Доказать себя с лучшей стороны, что он не такой. Он не такой. Да, человек хочет наслаждаться эмоциями с вами. Ему вас не хватает, здесь есть и тоска, и ожидание. Но здесь, знаете, вот что самое интересное, если бы ты хотел, ну ты бы уже двинулся в сторону женщины. Ты же мужик, правильно? Мужчина. Ну нет же, человек ждет все же или удобного случая, да, вот когда кто-то поможет вам сойтись, или вот когда вы пойдете навстречу к данному человеку. Да, человек такой и любит, когда все достается легко. Говорит, вы ведьма. Ведьма, вы его заколдовали, как он считает, да, он может так думать, или чем-то вы таким занимаетесь. Кстати, человек что-то в вас такое замечает или видел, может быть, даже что-то о вас подумал, и вот моментально что-то случилось. Да, здесь человек именно опирается на что-то, думая о том, что вы ведьма. Скорее, может быть, случилась какая-то ситуация. Например, он плохо о вас подумал, да? Пошел, упал и гипс. Или, да, споткнулся, да, упал и разбил нос. Ну, кто знает, да, чего там, разодрал там кожу, может быть, и так далее на себе, когда упал. И вот, то есть, человек сидит, он и думает, что это потому что вы, да, вот он только подумал о вас, и вот случилось, как будто бы вы ему дали вот сдачу.
сдачу. Он себя, кстати, знаете, вполне себе так чувствует всегда в выигрышной ситуации. Или, да, есть какая-то такая самоуверенность в себе, что да все со мной согласятся, да, если я только пальчиком поманю. Вот есть что-то такое в нем, какая-то такая суперуверенность в себе. Но что касаемо вас, да, вы как будто бы данного человека обыграли. Поманили пальцем, да, вот он пошел, а потом раз и по носу ему стук. Понимаете? Вот так, возможно, вы и разошлись с данным человеком. Или, да, именно произошла такая развилочка. Каждый пошел своей дорогой. Вот сейчас человек хочет это исправить. Исправить данную ситуацию. Не нравится ему чувствовать себя в лузерах, да. Вот в каком-то таком состоянии, неудачниках. Вы здесь постоянно, да, вот как-то выигрываете, но при том машете каким-то флагом перед ним, злите его в чем-то, или, да, здесь может быть ярость от того, что я проиграл, а женщина выиграла. Угу. Потому что здесь умная женщина, здесь очень мудрая женщина, здесь такую женщину не проведешь, не обманешь. Все, что надо, она увидит или вскроется перед ней, откроется. Да, вы дьявол. Вы здесь человека дурманите, у человека здесь крыша сносит из-за вас. Смотрите, да, человек бесится, человека разъедают просто мысли. Человек пытается как-то переключиться даже на какой-то фильм, на какую-то историю, да, или на какую-то, в общем, другую картину, но здесь встреваете вы. Он даже смотрит фильм и может говорить, что вы очень сильно, да, похожи, или ваша ситуация с ним вот как-то проигрывает в этом фильме, вот как сценарий, да, проигрывает один и тот же. То, что вы сделали с ним, или как поступили, или какие у вас были отношения, то и в фильме проецируется, или где-то. Но он здесь рядышком. Он за вами где-то вот блюдит за... Знаете, такое чувство, что вы его совращаете, как он думает, и совращаете еще кого-то. А если вы проецируете где-то себя внешне, фотографии, социальные сети, то он думает, что у вас там пруд-пруди этих, да, ухажеров. Вы же ведьма, да, вы кого хотите заколдуете. И хомут оденете. Он боится вас, Такая вы, опасная штучка, коварная женщина. Скрутит, да, и не отпустит на самом деле. И при том еще, знаете, у него чувство, если с вами вступить в отношения, да, вот как будто бы вы еще повыжимаете с него соки, попьете крови, но тянет вот это вот состояние, да, любопытства, хочу, желание к вам тянет, мужичка тянет. И хочется, и колется, и мама не велит. Вот как-то так. Боится опасности, но в то же время хочет от вас любви, эмоций. Все же хочет растопить ваше сердце, да, чтобы вы вот как-то, ну, снизошли, сняли какую-то, убрали маску гордости, подошли к нему и сказали, как я тебя люблю или как я тебя хочу. Вот знаете, вот в таком духе, чтобы вы первое сделали какой-то шаг. Здесь очень много эмоций и много представлений, что вы можете сказать. Вот он задает, например, какой-то вопрос, и он думает, как бы вы ответили или отреагировали. Да, представляет какую-то общую картину. Он хочет физически вас. Такое чувство, что ему нравится очень вас, можно так сказать, пятая точка. Да, вот это вот место нравится. Именно задняя часть, бедерная. Тут чувство такое,
Да, я бы, ну, здесь он такие слова говорит. Я бы ей вот, знаете, вот дал бы дерна в постели. Я бы ей показал, кто здесь круче. Да, я бы ей показал, да, крутой вот этот кекс. Да, или научил бы как надо. Вот что-то такое. Но здесь с какой-то некой такой жесткостью, да, вот такой вот. Угу. И злюсь, и хочу, и не могу, и она меня злит тем, что она привлекает к себе внимание кого-то со стороны еще. Вот так вот. Человек вас может даже ревновать и обижаться сам на свои же поставленные мысли, понимаете? Вот как он о вас подумал, он подумал. Не то, что доказано и есть на самом деле, а вот как он подумал. И он еще на это злится. Он вас даже уже может представить с кем-то, хотя вы ни с кем, да? И уже, да, у него в мыслях вот прийти вам и пощечину вот дать за то, что вы с кем-то. Психоз. Смотрим дальше еще. Что хотят сказать здесь карты? Просто слушайте. Не совершайте глупости в отношении денег. Вот скоро. Здесь может быть какая-то ситуация, которая вот будет локать вас на то, чтобы истратить денежку. В кармане горит. Вот как-то так, знаете. Появилась денежка, хочется потратиться на всякую вот что-то безделушки или вот что-то туда-сюда, пятое-десятое. Вот именно что-то такое, что вам не нужно. Потому что это несет в себе. Это что-то такое мелкое, может быть, да. Или здесь будьте аккуратны, особенно на данной неделе. Потратиться вот как-то не подумав. Потому что это несет в себе башню. Разрушение. Или, по крайней мере, если уж так произойдет. Давайте перевернем лучше данную карту, чтобы это гладко было. И уберем дурака, обнуление, да, 0, пустой карман. Уберем, оставим туз пентаклей. Но уж если так произойдет, то купите что-то и оставьте сдачу. Когда ставите сдачу в магазине, скажите «оплачено». Другой вариант, если вы потратитесь на эту покупку, но она вам не нужна, и назад уже вернуть нельзя, то проведите ритуал сжигания чеков в одну из дат. Можете перейти на Boosty. В описании под видео вы можете увидеть ссылочку Tap-Link, перейти туда, и вот именно даты сжигания чеков. И вот там по подписке вы можете подписаться. И каждый месяц я выставляю именно даты, когда нужно сжигать чеки. Те чеки, которые у вас хранятся, например, в интернете где-то, то вы можете их распечатать и тоже использовать как чек, который сжечь. Вот так. Здесь еще идет речь о том, что, да, сумма не маленькая, за которую потом может быть обидно. Опять восстановление идет. Вот мы 2 карты сразу убрали, да, здесь, чтобы было быстрым возвращение этих денег, да, или данная ситуация откупилась чем-то таким мягким, да, о чем вы бы не переживали. Вот так вот. Деньги вернутся, не бойтесь. Здесь такое чувство, что к вам в дверь постучат соседи или через стену будут стучать. Это первый знак того, что вас слышат высшие силы. Это звонок о вашей будущей победе. Вот смотрите, услышите соседи или по батареям стучат, или в стену стучат, или птица в окно прилетела, постучала. Или сосед к вам внезапно, да, пришел. Никогда в жизни никто в дверь не стучал, тут сосед пришел. Перо увидели, например. Идете, и навстречу раз, и перышко лежит. Вот знаете, это именно информация о том, что вы скоро выйдете в какую-то победу. Победитель. Это может быть даже то, когда вы в чем-то прославлены. Вас узнают на улицах, да, может быть, вы блогер. Или здесь может быть выигрыш в чем-то.
ситуация какая-то выигрышная. Вам очень сильно может в чем-то повезти. Красный цвет – призыв любви. Вот помните об этом. Здесь это прям подчеркивает то, о чем мы сегодня говорили. Красный цвет притягивает любовь, страсть. И успех. И успех. Не только любовь, но и успех. Вы тем самым притянете положительные чувства в вашу жизнь. Тех самых людей, которых надо. Здесь может быть даже положительные люди, положительные герои, положительная характеристика данных людей. Знакомые, друзья, любовные отношения, да. Приятно. У вас повысится на самом деле здесь самооценка. У вас сразу появятся конкурентки или всплывут эти конкурентки, кто вам завидует или вставляет палки в колеса, да. Или вот реально, да, вот показывают женщину, она как феникс из пепла. Раз так и возобновилась, или улучшилась, или вот в ней что-то изменилось в лучшую сторону. И здесь сразу начинают завидовать, сразу начинают пытаться пародировать, конкурировать, одевать что-то тоже на себя или делать с собой. Здесь вот увидели на вас красивое платьишко, вы себе купили, а я себе тоже куплю, да, вот так вот будут говорить, еще лучше. Вот и пойдут и купят. Хочется даже сказать, благодаря красивым вокруг сразу все начинают цвести, пахнуть. Вот так вот. Ну, ждите новостей издалека. Приятные новости. Здесь новости скорее будут семейного характера или кто-то поженился, кто-то родил, да, забеременел, у кого-то вырос животик, кто-то забеременел. Также здесь могут быть новости, связанные, что к вам кто-то приедет. У кого-то могут быть новости от дальних родственников, чему вы удивитесь или шокирует вас, да. Но это не будет касаться именно конкретно прям вас. Но могут идти какие-то новости. Мужчина здесь кричит: ты знаешь, я тебя очень сильно люблю, я тебя жду. Я тебя жду. Скорее, это тот мужчина, о котором мы сегодня говорили. Да, боится, который к вам идти. Думает, что вы сами придете. Но вот ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю. Вот он тут кричит об этом. Я тебе подарю все, что ты захочешь. Ты только приди, да? Или дай знак, сигнал. А вам что делать? А вам что делать? Знаете, вот то, что он думает о вас, например, на самом деле таким не является, да, что вы там с кем-то и еще флиртуете. А вы именно создаваете эту ситуацию загадки, чтобы человек мог думать о том, что у вас кто-то есть, и вы кем-то заняты. Притом, да, можно здесь вести игру, чтобы мужчина сам стал действовать. Да, подливайте вот этого огня, если хотите, чтобы человек в вашу сторону шел. Не нужно бежать к нему, да, дорогой, я здесь. Не нужно этого делать, да. Держите свою женскую гордость на первом месте. И думайте, да, здесь в первую очередь о себе. В какой-то степени включайте здоровый женский, так скажем, эгоизм. Я люблю себя, любимую, больше всех на свете. Звезда. И тем самым вы ему подсветите. Так вот. Что идти надо, Вася, да. Здесь кто-то против вас сплетет такие интрижки, знаете, вот не хочет вашего какого-то счастья здесь в жизни. Такое чувство, что вы женщины, да, именно какие-то. Они обе эти женщины чувствуют, что вы нравитесь мужчинам. Но здесь такое есть вот
подлянка какая-то, да, вот какое-то такое настроение, подлость какую-то вам сделать, подставить подножку, чтобы вы упали, например, и ваше красивое платьишко пошло по швам или испортилось. Вот такое, вот знаете, такое чувство или такое отношение у этих женщин не очень хорошее. Здесь из-за зависти. Здесь очень много зависти у обеих двух. То чувство, как будто это уже давно было, но сейчас это как-то усилилось. Да, более такая концентрированная, сильная концентрация. Вот данные не спят спокойно, да, считают, что вы здесь, знаете, имеете несколько партнеров или встречаетесь с несколькими мужчинами, что у вас тут есть один, второй ковбой, третий, да, что все какие-то красавцы, ухажеры ваши, что вы добиваетесь чего хотите, из-за этого зависть. Здесь вот как-то не имется даже, что в ваш адрес смотрят мужчины. И такое чувство, что эти женщины замечают взгляды мужчин в ваш адрес. И вы знаете, нехорошо становится внутри. Здесь только зависть. Я не вижу каких-то конкретных действий, да, чтобы они что-то делали. Но вот чешется. И при любой возможности, если будет возможность подставить подножку, эти дамы в первую очередь это сделают. Воткнут нож в спину. Притом здесь могут мило улыбаться, да, вот как-то. Ну, манипуляторши хорошие. Они хотят чувств, они хотят мужчину, хотят любви. Вот их желание. Но они видят, да, то, что у вас это получается. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.